Бандиты. Лихие 90-е для молодого поколения эта фраза знакома только по фильмам и рассказам родителей. Им повезло, что сегодня они живут в одном из самых безопасных регионов России – Мордовии. А еще 30 лет назад их ровесники просто боялись выйти на вечернюю прогулку, потому что могли вернуться в лучшем случае раздетыми или разутыми, в худшем домой могли позвонить из морга. В конце 80-х годов в нашей стране появилась новая форма преступности. Это организованная преступность. Самая страшная и беспощадная, в которую входили профессиональные преступники, которые выбрали для себя жизненный путь и жизненное кредо – это совершение преступлений и получение от этого основного своего дохода. Именно на рубеже 80-х, 90-х годов прошлого столетия организованная преступность начала стремительно набирать силу. Эта новая чума требовала адекватного ответа силовиков, и тогда по всей стране стали появляться специализированные отделы. Так, в июне 1989 года в Мордовии на базе уголовного розыска было образовано 6-е отделение всего из 5 сотрудников во главе с Владимиром Ширяевым. Изменения в общественно-политической и криминогенной обстановке в России требовали расширения подразделения, и буквально через 3 месяца создается полноценный отдел под управлением Владимира Московкина. В дальнейшем он был переименован в оперативно-розыскное бюро, а уже в 1991 году реорганизован в управление по организованной преступности, штатная численность которого увеличилась до 32 сотрудников. Руководил структурой по-прежнему Владимир Московкин. Его подчиненным, хотя правильнее сказать коллегам, Владимиру Лапшину, Геннадию Сергееву, Алексею Акайкину, Евгению Семенову, Сергею Банникову, Михаилу Камаеву и другим пришлось постоянно перестраивать работу. Ведь привычные методы разыскной деятельности здесь не подходили. Так появлялся свой опыт, своя тактика, новые агентурные источники. Первыми силу и профессионализм вновь созданного подразделения испытали на себе участники банды Горемыкина. Так сказать, мыкицы. Она сформировалась на юго-западе, возглавляла и сформировала Манеров Рашид, который уже отбыл наказание за убийство. Вот он, придя с колонии, присматривался здесь к обстановке в городе. Как раз здесь молодежные группировки начали формироваться. Но в бандитизм-то пошли не все. Вот в бандитизм воспитанники Манерова пошли Горемыкинская банда, Шиндяпинскую группировку. Они подчинили себе. Мы собрали доказательства порядка по 40 эпизодам преступной деятельности, начиная с банальных краж личного имущества, мелких грабежей, разбоев и так далее, и в том числе убийства. Цель была достигнута, где-то порядка 28 человек пошли в тюрьму на разные сроки, там где-то самый маленький где-то от 4-5 и до 8, там до 9 лет. Главари этой банды воспитывали своих членов в соблюдении жестких правил, даже жестоких. За невыполнение каких-то акций в отношении конкурентов или в отношении потерпевших подвергались даже члены своей банды расправам. Арбекова некого они на юго-западе тогда растерзали, пытали, кололи уши, отрезали уши, кололи глаза, истязали. Основываясь на том, что якобы он связан то ли с милицией, то ли мания подозрительности была для них это кредо. А там многие работники были приговорены ими, как они ставили кресты. Несколько раз они покушались, но у них эти срывались. Мне приходилось догонять, когда пытались стрелять с мотоцикла. Меня из обреза. Но у них осечка дала, я пытался их догнать. Даже намерение было сбить на ходу. Мы вот по всем этим делам в первую очередь сталкивались с очень мощным противодействием со стороны этих группировок на уровне, в том числе средств массовой информации, которые, в общем-то, так очень субъективно нашу деятельность оценивали. В 1997 году во главе подразделения встал Виталий Глинский, который продолжил совершенствование методов противодействия оргпреступности. Делом чести тогда стало раскрытие в 2001 году нашумевшего убийства полковника милиции в отставке Виктора Лаврова. К этому времени мордовские группировки активно формировали экономическую базу, крышевание стало повсеместным явлением, а центральный рынок Саранска превратился в один из самых лакомых кусков для бандитов. Там вообще такой беспредел творился.
Вот. Бандиты диктовали свою волю. Все, кто там торговал на рынке, все платили им. Неугодных, там специальное помещение у них было, приглашали туда и, в общем, там кого пытали, кого пугали. Чтобы исправить ситуацию, силовики создали в городе Ассоциацию правоохранительных органов. Реакция бандитов была незамедлительной. Исполнительного директора объединения Виктора Лаврова убили. В ходе расследования сотрудники МВД столкнулись с мощнейшим сопротивлением лидеров преступных сообществ. Они вели не только информационную войну, но и давили на судей, свидетелей и милиционеров. Они не боялись ничего. Тем не менее, доказано, что банда с 1995 по 1999 годы контролировала центральный рынок. И 3 октября 2001 года Верховный суд Мордовии вынес обвинительный приговор. Непосредственный исполнитель убийства Лаврова, некий Конаков, был осужден к пожизненному заключению. Остальные 12 участников получили сроки лишения свободы от 8 до 25 лет. Что были, что все знали, что все записывали, была видеокамера, что все записывали. Мы не будем судиться. Хитрого суда. Какие корреспонденты? Чтобы все видели, как вы судите здесь, милицию вкрываете, как нас били. Судиться мы не будем. Мы не будем судиться, все. Приклад мы не собираемся слушать. Корреспонденты, чтобы были здесь. В 2003 году подразделение вновь поменяло название. Теперь к раскрытию всех резонансных преступлений обязательно подключались сотрудники УБОПа, известные своими нестандартными методами оперативной работы и, главное, приносящими эффективный результат. Так, в 2005 году обезврежена банда Рукавишникова. 10 ее участников были признаны судом виновными в целой серии разбоев на коммерческие фирмы Мордовии и соседних регионов. В ходе расследования изъято огнестрельное оружие, 1,5 килограмма золотых украшений и форма сотрудников милиции. Тот год для управления по борьбе с организованной преступностью стал переломным. Осенью в Саранске было совершено резонансное убийство. У рынка Заречный демонстративно был расстрелян директор Рамадановского сахарного завода Федор Катаев, который отказывался платить дань бандитам. Этим преступлением был брошен вызов не только силовикам, но и всей власти региона, куда, кстати, бандиты уверенно стремились попасть. В итоге в декабре 2005 года УБОП Мордовии возглавляет самый молодой на тот момент начальник, 31-летний Игорь Панкратов, уроженец Перми, работавший до этого заместителем начальника окружного БОП. Вместе с новым министром, боевым офицером Николаем Ларьковым, они стали выполнять задачу, поставленную руководством Мордовии, во что бы то ни стало привлечь к уголовной ответственности всех лидеров группировок и полностью очистить регион от криминала, который на тот момент проник во все сферы жизни республики. Результаты не заставили себя долго ждать. Уже в начале 2006-го разобщена банда Седова. Серьезный удар был нанесен и по Светтихстроевской группировке, которая в том числе похищала и насильно удерживала людей. К июлю собраны доказательства преступной деятельности Сергея Денискина. Несмотря на то, что ему удавалось длительное время скрываться от правосудия, летом 2009 года он был задержан в Москве, а впоследствии приговорен по всем статьям к 18 годам тюрьмы. Да не буду я комментировать, ну что вы сами видите, дурдом. Параллельно проводилась работа в отношении участников криминальной структуры «Юго-Запад». В 2006 году проведены крупномасштабные мероприятия с привлечением более 200 сотрудников МВД. Лидер Владислав Печников был задержан в международном аэропорту Домодедово при попытке скрыться за границей. Одновременно в Пензе задержан его ближайший помощник Михаил Аникин. Проведены массовые обыски, изъято оружие, взрывные устройства. По горячим следам обезврежены 6 звеньев юго-западской группировки, криминальное влияние которых было направлено на крупные города и районы республики. Задержание лидеров и активных участников Юго-Запада способствовало раскрытию ряда резонансных преступлений, в том числе убийства Федора Катаева. В результате перед судом предстали 6 участников банды. Венцом всей работы по ликвидации юго-западской группировки стал приговор Верховного суда республики, вынесенный в 2011 году на основании обвинительного вердикта присяжных. Сейчас по стенкам будем бить, давайте быстрее. Я сказал, открывайте. Бегу. В 2009 году задержаны лидеры преступного формирования «Химаш». В крупномасштабной операции были задействованы более 1000 сотрудников МВД Мордовии и окружного главка. Проведены массовые обыски, изъят схрон с огнестрельным оружием, среди которого находились гранатомет, автоматы Калашникова, 2 пистолета ТТ, пистолет Вольтер, револьвер Наган, 4 обреза, 3 гранаты и большое количество боеприпасов. Чувствуя неотвратимость наказания для бандитов, рядовые жители Мордовии стали охотнее давать показания в кабинетах следователей и залах судов. Десятки бандитов получили заслуженное наказание. За это время была пресечена деятельность более 500 групп разных форм организованности.
раскрыто более 3000 преступлений. Задержано 2000 преступников. Были выявлены более 50 эпизодов преступлений по статье 209 «Бандитизм». Более 15 эпизодов статьи 210 «Организация преступного сообщества». Были изъяты тысячи стволов незаконного огнестрельного оружия. Были сохранены тысячи человеческих жизней. Казалось бы, после такой плодотворной работы подразделению можно было и отдохнуть. Но с конца 2011 года в Мордовии стали активно проявлять себя лица, придерживающиеся так называемых воровских традиций. Долгие годы они сидели в подполье, так как бандиты жили по своим законам и после разобщения группировок решили выйти в свет. Кроме того, в регионе планировали обосноваться и авторитеты из других субъектов, чтобы поставить здесь своих смотрящих с целью организации массовых вымогательств и других преступлений. Подобная ситуация сложилась в Рузаевке. Там представители воровского сообщества пытались поставить на колени весь район. Но грамотная работа оперативников и следователей позволила арестовать 3 смотрящих. Это были местные жители, ставленники одного из старейших авторитетов Мордовии по кличке Витя Черный. Вы вор в законе? Да, я вор, да. А вот вас задержали за что? Сам пока еще не пойму. То есть вы считаете это все сфабриковано, да? Конечно. Кто такие смотрящие вообще? Я не знаю, кто такие смотрящие, кто не подсматривает, что делают. В настоящее время за совершение тяжких и особо тяжких преступлений задержаны более 20 представителей профессионального криминального мира. Молодчики угрожали жертвам уничтожением имущества, расстреливали, избивали, топили в пруду. Это движение называлось общаковским и структурно делилось на 2 группы. Часть добычи отправлялась непосредственно в воровской общак, в том числе на греф-зоны. В ходе обысков изъято оружие и взрывчатые вещества. Кропотливая работа проведена непосредственно и по вору в законе. В декабре 2012 года Виктор Дуденков арестован. Его задержание стало серьезным ударом по одному из последних оплотов организованной преступности, так называемому воровскому движению. Сегодня подразделение по борьбе с организованной преступностью мордовской полиции существует в форме межрайонного отдела, который возглавляет Алексей Лагунков. Следуя давним традициям, заложенным ветеранами службы, он сформировал слаженный коллектив, который продолжает оперативное сопровождение уголовных дел в судах и занимается профилактикой оргпреступности в молодежной среде. Достигнутые в этом направлении результаты приумножают опыт, накопленный ветеранами. Все 25 лет эта служба была на передовой. Она была на острие того копья, которое кололо организованную преступность. Особые слова ветеранам. Потому что я не побоюсь этого слова. Именно в те годы, когда страна разваливалась на куски, именно вы спасли ее от падения в пучину криминального беспредела. И благодаря вашей деятельности, благодаря тем традициям, которые вы заложили, мы имеем ту славу подразделения по борьбе с организованной преступностью. Будьте всегда живы, здоровы, жизнерадостны. Пусть всегда присутствует оптимизм. И всегда будьте на 2, на 3 шага впереди самых изощренных преступников. Желаю вам достижения и личных, и профессиональных высот. С праздником! Здорово, бандиты! Ты почему одна здесь? Ты что, потерялась? Я ищу свою